Здравствуйте, в эфире «7 дней», в студии Ильшат Аминов. Я приветствую всех телезрителей нашей программы. Смотрите сегодня. Путин умело, кстати говоря, очень умело запустил эту дискуссию. Все калитки открыты. Он может пойти, но не обязан идти. Давайте обнулим, простим долги некоторым нашим пенсионерам. Поправки в Конституцию. Каким будет вектор развития российской политики и что говорит Татарстан? Здесь всегда существовала татарская община. Это подлинные, аутентичные вещи, здесь нету никаких копий. У кого-то были совершенно четкие планы именно на этот дом, потому что нас всячески от этого дома пытались отвести. Причудливые подозрения и страхи. Быть ли музею ислама в Санкт-Петербурге? Все уходят на такой фриланс, они уже начинают работать из дома и максимально сидеть дома. Людям некоторым просто нельзя туда летать, соответственно, ты не можешь это предлагать. Власти предпринимают различные шаги для того, чтобы нивелировать угрозу коронавируса. В пандемии коронавируса. Ограничения, запреты, карантин. Возможно ли обнулить? Главное событие в нашей республике на этой неделе – обсуждение поправок в Конституцию России в парламенте Татарстана. И тут я хочу вам напомнить крылатое выражение, которое приписывается железному канцлеру Пруссии Отто Бисмарку, который сказал: «Политика есть искусство возможного». Смысл выражения понятен. Политика, если, конечно, это эффективная политика, имеет дело только с реальностью, с достижимыми целями. А все то, что лежит за гранью возможного и реального, это не политика. Это в лучшем случае благие пожелания. Конечно, при обсуждении новой редакции статей Российской Конституции в Государственном Совете было много различных мнений. Очень верно и эмоционально вопросы сохранения федерализма, равноправия народов России, статуса государственных языков в своих выступлениях поставили депутаты Ракаиль Зайдулла и Рамиль Тухватуллин. Но главным на этой сессии стало выступление государственного советника Татарстана Минтимира Шаймиева, который очень точно и верно обозначил вектор развития реальной российской политики и место Татарстана в этой непростой ситуации. И вот что он сказал. Да, Конституция была принята в сложный переходной период после распада СССР. Но я хочу сказать, мы должны быть объективными. Она стала одним из решающих факторов начала стабилизации политической, социальной, экономической ситуации в бурлящей стране. Мы, Республика Татарстан, которая имеет определенный во все времена вес политическое пространство. Татарстан играл и играет и будет играть огромную роль во всех сферах, как политической, общественной, социально-экономическом развитии нашей страны. Давайте не будем забывать, и это прозвучало в выступлении Минтимира Шариповича, что и декларации о государственном суверенитете, и договор Татарстана с федеральным центром, и огромное количество программ, реализованных в республике, которые кардинально изменили нашу жизнь, это сегодня доказательство правильно выбранного пути федеративного развития нашей страны и дееспособности Российской Конституции 1993 года. Конституция выдержала действующие, считаю. Почему? Потому что мы сейчас страна вносит поправки по предложению Владимира Владимировича Путина. Она выдержала испытание временем. Внося и в целом поддерживая эти предложения, эти поправки, безусловно, мы должны думать, как лучше, чтобы эти поправки работали. С учетом многонациональности, многоконфессиональности Российской Федерации. От этого я согласен, рядом выступающих нельзя уходить, и это наш образ жизни на все времена. Минтимир Шарипович, конечно, с болью говорил о сохранении родных языков, развитие которых, кстати, гарантируется 68-й статьей обновленной Российской Конституции. Он призвал парламент подготовиться к предметному разговору с федеральным центром. Минтимир Шаймиев также подверг критике профильные российские ведомства и подчеркнул, что иной раз создается мнение, что некоторыми федеральными органами вразрез с поручениями президента России чуть ли не умышленно создаются препятствия, чтобы затягивать вопросы, связанные с развитием национальных языков. Это касается и образовательных стандартов, издания учебников, подготовки кадров и статуса учителей. И главное,
Государственный советник Татарстана предложил создать постоянно действующую комиссию по сохранению родного языка. Давайте создадим авторитетную, постоянно действующую комиссию по проблемам образования, сохранения родного языка, обучения и сохранения родного языка. Я думаю, что, Рустам Иванович, вы это поддержите. Без должны быть маяком в этом деле. Маяком не ради того, чтобы нам отличиться, а ради того, чтобы иметь те интеллектуальные силы, которые мы имеем, интеллектуальные силы, его использовать. Мы же прекрасными были, значит, после революции 17 года, просветительский ликбез, когда надо было организовать. Поизучайте историю, получите. Та работа, та роль татар. В данном случае не побоюсь. Почему? Потому что больше всего сделали мы, тогда исполняли ликвидацию безграмотности. Значит, мало говорим об этом. До сих пор продолжатели, я вам должен сказать, значит, культура в широком смысле слова. Действительно, давайте не будем забывать и громко говорить об этом. Татарские учителя, ученые, богословы во все времена были просветителями многих народов России и ближнего зарубежья. И эту связь времен нельзя терять. Наш корреспондент Тимур Бекмурзин о заседании Государственного совета более подробно. Вопрос-то на самом деле стоит не о нем, а о нас. Нам не хватало этого драйва, обсуждение поправок в Конституцию стало утихать. Пожалуйста, главными ньюсмейкерами этой недели стали депутаты Думы Терешкова и Карелин. И, конечно, сам президент Владимир Путин. Депутаты выступили с неожиданными, на первый взгляд, предложениями. Одна об обнулении президентских сроков для действующего главы государства, другой о досрочных парламентских выборах. Тут же приехал Путин и все расставил по полочкам. Спасибо. Хорошо. Спасибо большое. С выборами подождем, а вот насчет обнуления подумать можно. Если Конституционный суд поддержит, а народ одобрит. В принципе, этот вариант был бы возможен. Можно долго спорить, насколько все это было заранее спланировано, но факт остается фактом. О том же говорят и многие эксперты-политологи, федеральные и региональные. Путин достаточно умело, даже элегантно ушел от статуса хромой утки, дав всем понять, что не стоит делать лишних движений до 2024 года. Россия все еще президентская страна с сильным лидером. Обнуление сроков создается ему коридор возможностей, но оно не означает, что он автоматически идет на выборы. Так ведь? То есть он ставит свое право решать, в зависимости от ситуации в стране. Путин умело, кстати говоря, очень умело запустил эту дискуссию. И в ворохе вот всяких этих нововведений и предложений он вывел самое главное, что ему было нужно. Он фактически вывел институт президентства на недосягаемый уровень. Создана возможность выдвижения Путина еще на один срок, ну точнее как бы возможность возможности, да, потому что нет еще всенародного голосования, еще нет решения Конституционного суда. Путин сделал самое главное, на мой взгляд. Он убрал из повестки эффект так называемой хромой утки. То есть ни у кого сейчас уже не должно быть никаких там судорожных движений, разбродов, шатаний. Все калитки открыты. Он может пойти, имеет право теперь такое, да, я думаю, что Конституционный суд поддержит это, но не обязан идти. Вместе с поправкой об обнулении президентских сроков депутаты Думы поддержали и в целом пакет поправок в Конституцию. За проголосовали 383 депутата, против не выступил никто. 43 депутата, в основном коммунисты, воздержались. Далее по процедуре документ должны обсудить и одобрить в Совете Федерации и в региональных парламентах. В Татарстане депутаты хоть и отметили отдельные спорные моменты, Mesela 2. bölüknün 67. maddesi anda bula yazılgan. Россия Федерациясы территориясында федераль законга ярашлы рәвештә федераль территориялар булдырылырга мөмкин. Миңа бу аңлашылмый. Россия Федерациясының бөтен территориясе федераль территория түгелмени. В целом высказались за то, чтобы пакет поправок поддержать. Политические и социально-экономические последствия ответа нет, гораздо более негативные и для Республики Татарстан, и для всей страны. Я считаю, что обновленная Конституция
обновленная Конституция сплотит народы России. Обеспечение экономического роста, который становится обязанностью государства, забота о благосостоянии людей, забота о детстве, о материнстве, о семьях, об отцовстве и обо всем остальном. И получается, что здесь важно не просто принять эти изменения, их очень важно реализовать на практике. Свою позицию выразили и коммунисты. Лидер фракции КПРФ в Госсовете Хафиз Миргалимов часть поправок одобрил. По душе пришлись предложения закрепить некоторые социальные нормы в основном законе. Индексацию пенсий и так далее. Есть и замечания. Не понравилось, с какой скоростью принимаются изменения в Конституцию. Как будто спецоперация, быстренько, комиссия быстро. Даже те, которые создали комиссию, не могли даже Конституцию читать. По обнулению сроков для действующего президента у КПРФ также своя позиция. Вот посмотрите, весна, лето, осень и зима. Закономерный процесс. Поэтому не бывает так. А потом, если обнулить, давайте обнулим. Простим долги некоторым нашим пенсионерам, бизнесменам. Мы же долги... Ну тогда на выборах надо побеждать Путина. Понимаете, мы уже знаем, что такое у нас выбор в России. Вот. Поддержать поправки в Конституцию призвали депутатов президент Татарстана Рустам Минниханов и государственный советник Минтимер Шаймиев. Они еще раз отметили, что многие изменения в основной закон назревшие и крайне необходимые прежде всего для самих людей. Есть у республики свои озабоченности, она их выразила в специальном обращении напрямую президенту Путину как гаранту Конституции. Я обращаюсь к депутатам, прошу поддержать те изменения, которые внесены в Конституцию. Ну, а в свою очередь, значит, хочу также обратиться, что вот такое обращение к гаранту Конституции, президенту нашей страны, оно очень важное, в части того, что исполнительная власть, я лично, вот комиссия, которая будет работать совместная, мы доведем те вопросы, которые нас беспокоят, до логического завершения. Всего предлагается внести около 200 поправок в Конституцию. Это достаточно много, но большое достижение, что удалось уберечь основной закон от многих радикальных и популистских предложений. В общей сложности корректировке подлежит 41 статья с 3 по 8 главы. Также Конституция дополняется 5 новыми статьями. Каждый человек высказывал свое мнение. И было действительно такое впечатление, что мы никогда столько поправок просто не внести в Конституцию. Казалось, каждая строка, каждая статья. Но и потом уже просто, видимо, это было свидетельством того, как давно мы уже не обсуждали вопросы общественного жития. Нам удалось отстать и сохранить, и прекратить дискуссии вокруг изменений в преамбулу действующей Конституции, которые пытались изменить, добавить, убавить что-то. Мы считаем, она сбалансирована и свою жизнеспособность показала в течение вот этих 25-26 лет. Обращаемся к Владимиру Владимировичу с тем, чтобы принятые и действующие нормы Федеральной Конституции, они находились под его контролем, под его оком, чтобы ни один народ не забыл свой родной язык отца и матери. Отдельная тема – обращение Государственного совета Татарстана президенту Путину. В нем парламент республики, в целом одобряя поправки, за которые он проголосовал абсолютным большинством депутатов, просит обратить внимание на такую чувствительную тему, как языковая политика. Особое внимание депутаты обращают на статус родных языков и возможность их изучения в школах. В частности, остается неразрешенной проблема федеральных государственных образовательных стандартов. Как написано в обращении, до сих пор не приняты анонсированные новые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. В имеющихся проектах указанных стандартов положения, касающихся родных языков, остаются весьма размытыми. Кстати, на встрече с участниками рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию президент Владимир Путин твердо заявил о приверженности политике сохранения языкового многообразия в многонациональной стране России. Кстати, это положение закреплено и в Конституции. Чрезвычайно важная вещь — языковое многообразие для России, для многоконфессиональной и многонациональной страны. Я много раз говорил об этом, много раз говорил о том, что наша сила в том, что мы такие разные. Потому что сложение
положительных качеств каждого народа, населяющего Россию, она дает исключительный мультипликативный эффект и укрепляет нашу страну. И именно поэтому, вот так из этого исхожу, Михаил Борисович Петровский и сформулировал то, чего раньше в Конституции не было, и что чрезвычайно важно для такой страны, как наша. Я хочу это прочитать. Государство гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия. Чтобы основной закон работал на благо всех жителей многонациональной и многоконфессиональной России, нужно не просто посылать отдельные сигналы в федеральный центр, нужно работать с ним системно и постоянно. Для этого в Татарстане по предложению президента Рустама Минниханова и будет создана специальная комиссия, которую возглавит опытный и авторитетный депутат и руководитель Марат Ахметов. Это сын отца и матери учителей. Это вот такой выбор. И, конечно, такая ответственность. И человек, который не умеет плохо работать. Самое главное, чтобы работа была компетентная. Мы должны заранее знать, что нас ожидает. То есть мы должны на опережение работать. И работать с федеральным центром, чтобы он прислушивался? Обязательно. Но для того, чтобы работать, нужно иметь диалог с ними. А для того, чтобы иметь диалог, нужен фундамент, понимаете? То есть кто-то должен разговаривать. Мы должны разрабатывать свои документы. Если человек расположен к тому, чтобы немножко услышать и других, и понять, что там ничего лишнего люди не хотят в рамках конституционных прав и провозглашенных в России законов, то все становится на свои места. Нам с вами, несмотря ни на что, многое удалось сделать для укрепления страны. Уверен, мы вместе сделаем еще очень много хорошего. Во всяком случае, до 2024 года. А там видно будет. Тимур Бекмурзин, Андрей Мохов и Андрей Кузьмин. 7 дней. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал в своих выступлениях, что культуры и традиции народов, проживающих в Российской Федерации, являются уникальным достоянием и конкурентным преимуществом нашего Отечества. Но не все в России так считают. Вот послушайте петицию против открытия музея исламской культуры на Васильевском острове в Петербурге. Удивительная и во многом характерная петиция. Итак, цитата. «Мусульмане не являются важной культурной составляющей Петербурга вообще и Васильевского острова в частности. С данным историко-культурным объектом их деятельность никак не связана. Поэтому решение о передаче выглядит странным и непродуманным». Конец цитаты. Итак, в северной столице продолжается дискуссия вокруг создания нового музея. Я напомню, с идеей создания музея исламской культуры в администрацию города обратились даже не мусульмане, а 2 самых видных исламоведа Петербурга. То есть идея, которая исходит из научных кругов, идея, которая предполагает создание не культового храма, а храма науки, эта идея вызвала в обществе такой набор причудливых подозрений и страхов, что мы просто не смогли пройти мимо этой темы. Из Санкт-Петербурга Михаил Любимов. Уродцы, монстры, как их ни назови, а красиво это все равно ведь не получится. Одним словом, все то, что не вписывается в рамки всеобщих представлений. Вот это все, наверное, самая знаменитая часть одного из самых знаменитых музеев Российской Федерации. Кунсткамеры, знаменитой Санкт-Петербургской Кунсткамеры. На самом деле, конечно, в Санкт-Петербургском музее антропологии и этнографии, а ведь именно так называется на самом деле Кунсткамера, это далеко не единственная и, конечно, далеко не главная экспозиция. Но, что поделать, мир полон стереотипов, люди полны стереотипов. Поэтому мы начинаем наш рассказ именно здесь, и еще и потому, что как когда-то давно российская наука начиналась именно в этих стенах, так и совсем недавно идея о создании музея исламской культуры пришла именно отсюда. Кунсткамере, где мы сейчас с вами находимся, здесь приблизительно 1000 коллекций, связанных с исламом. Да? Но вот мы сейчас с вами увидим небольшой кусочек. Это единственное место, где ислам представлен сейчас в Кунсткамере. Вообще Кунсткамера показывает 0,5%
экспонатов, которые у нас есть. Главные сокровища наших музеев лежат в запасниках, еще только ожидая тех, кто откроет их тайны. Ефим Анатольевич Резван, заместитель директора Петербургской кунсткамеры, виднейший российский арабист и исламовед, знает об этом не хуже других. Он один из авторов идеи создания в Петербурге музея исламской культуры. Вторым был, как мы знаем, не менее известный российский арабист и исламовед, директор Эрмитажа Михаил Петровский. Погружаясь в эту историю, мы неминуемо погружаемся в атмосферу кунсткамер. Для начала в прямом смысле слова. Мы с вами находимся практически в помещении, которое нам может дать какой-то намек на то, как мог бы выглядеть музей. Да? Вот именно так. Мы здесь видим те самые предметы, которыми будете вы, видимо, которые, я могу сказать, эти похожие, значит... Я могу сказать, в концептуальном плане наш музей будет отличаться. Это будет путешествие по миру ислама с использованием самых новых информационных технологий. Речь идет о колоссальных богатствах. Вот какие богатства являются предметом переживаний для настоящего ученого. Никакие другие, в коих мы так привыкли подозревать друг друга в обыденной жизни. Эти богатства нужно изучать, описывать, выставлять, наконец. Поэтому в Петербурге уже принято решение о создании музея, и с высокой долей вероятности уже определено здание, где будет музей. Здание на кадетской линии Васильевского острова. Очень известный в городе дом архитектора Брюллова. Дом, который вот уже много лет как заброшен и приведен в полный упадок, что видно хорошо теперь уже даже с улицы. Слава Богу, что попасть внутрь сегодня уже не так просто. И за нас это сделали наши коллеги из Петербурга совсем недавно. Они увидели там то, что ожидали, и чего так боялись. Представляете, в таком вот разбомбленном состоянии находится особняк в самом центре Санкт-Петербурга. Вот заходим внутрь сюда. Огромные такие, смотрите, вот интересные пространства. Ну, вы представляете, с живописью в картушах. Потрясающе смотрится. Когда-то в этих стенах располагался Петербургский музей старого города, библиотека, много чего, что не обеспечило ему достойную старость. Устроители нового музея первым делом, естественно, займутся реставрацией здания. Это многие миллионы рублей, но это многие миллионы рублей не из карманов жителей северной столицы. Это частные деньги, что совершенно, кстати, не было обязательным, поскольку возводит все-таки не мусульманское святилище. И вот тут самое время погрузиться снова в кунсткамеру, но теперь уж в кунсткамеру неких плодов фантазии. Открываем уже знакомую нам петицию против нового музея. Читаем вот эти пафосные строки. Учитывая зарубежную принадлежность неназванного фонда, можно говорить о грубом вмешательстве в социальную и культурную жизнь петербуржцев со стороны ближневосточного исламистского лобби. Музей и Институт исламской культуры, очевидно, станет агентом иностранного влияния. И так далее в том же ключе. Там сказано, например, что музей будет создаваться на деньги каких-то там исламских фондов. На самом деле исключительно российские деньги будут использованы нами, хотя мне намного проще было бы. У кого-то были совершенно четкие планы на этот дом, именно на этот дом, потому что нас всячески от этого дома пытались отвести, да. Но неожиданно, значит, мы наступили кому-то на хвост, значит, на какую-то бизнес-схему разрушили. Догадка ученого, кстати, отчасти подтверждается даже в самом названии петиции – предотвратить передачу дома Брюллова. Кстати, под ней уже почти 12 тысяч подписей. Немного, но недовольных еще больше, и тема эта в городе звучит. Люди продолжают считать, что это будет не научный, а культовый храм. В Музее истории религии Петербурга в эти дни мы видим выставку, приуроченную к столетию ТССР. Выставку Шамаилей. Это все из наших фондов, совершенно верно. Это подлинные, аутентичные вещи, здесь нету никаких копий. Мы представляем только те шамаилы, которые были выпущены в типографиях Казани и Петербурга.
Коллекция наша охватывает достаточно большой промежуток времени. Это 1840-е, 1910-е года. Оглядевшись здесь, по сторонам света, и вглядываясь в эту мусульманскую Европу и Азию, мы понимаем, что перед нами вновь будущие очертания музея исламской культуры, храма, но храма науки. Действительно, петиция такая была, но мне кажется, что ее корни происходят из одного, из непонимания, что именно создается. Мнение изменится. Но, конечно, это вот вопрос времени, и, конечно, это вопрос просто публичности процесса. Конечно, это в первую очередь образовательный, научный центр. Все-таки есть разница между объектом культа и объектом по изучению культа. Это именно та самая ситуация. Вот именно, правильно. И здесь нельзя сопоставлять. Это не культовое сооружение, которое будут собираться люди. Это научная организация. Это намного выше всего этого. И мы это должны все и люди понять. Однако сон разума рождает чудовищ. И характерное отличие нашего цифрового века в том, что даже самые незрелые, патологические, нездоровые и извращенные идеи весьма жизнеспособны и даже привлекательны. Вот так в сознании людей рождаются мифы. Росчерком пера. Снова читаем в петиции неполноценный аргумент о якобы неполноценности идеи. Мусульмане не являются важной культурной составляющей Петербурга вообще и Васильевского острова в частности. Город Санкт-Петербург 300 лет назад, как известно, строили мусульмане. Это были пленные турки и это были татары, привезенные сюда Петром из Казанской губернии. Понятия «татарин» и «мусульманин» тогда были синонимами. Знаменитую соборную мечеть Петербурга тоже называли татарской. На протяжении уже более 300 лет здесь всегда существовала татарская община, которая действительно была знаковой. И сейчас представители и научной, и творческой интеллигенции. Вот, пожалуйста, собор, не имеющий отношения к мусульманской культуре, но он все-таки казанский. И вот так здесь везде, в этом городе. Конечно, конечно. И то, что рядом с Казанским собором, вот это Казанская улица, да, на которой установлена памятная доска, что в меблированных комнатах в 1912 году жил Габдулла Тукай. То есть здесь колоссальный вообще потенциал. Вот, именно ведь и даже востоковедение зарождалось в Петербурге. Мусульмане появились одновременно с первым населением города, да? А здесь говорят, при чем тут мусульмане и Петербург? Конечно, ну что вы, значит, а почему у нас, например, такая потрясающая соборная мечеть, которая вплоть до начала 21 века была крупнейшей мечетью в Европе? Большой идеей не впервой сталкиваться с большими деньгами. И дом архитектора Брюлова наверняка совсем скоро распахнет все свои двери и все свои окна и в Европу, и в Азию. Это уж ученым, специалистам решать, что является важной культурной составляющей, а что нет. Это патологическая логика, по которой нам с вами так недалеко до очередного штурма Зимнего Петербургского дворца, выставляющего на всеобщее обозрение в том числе и столь, дескать, противоестественные для европейской культурной столицы какие-нибудь шелка из Бухары, это извращенная логика. 300 лет назад эти склянки с уродцами были привезены Петром в Петербург не для потехи простого люда. Их значение для страны было в том, чтобы показать, наконец, ограниченным умам беспредельные возможности природы, привить научное мировоззрение. Научный разум не рождает чудовищ. И лишь в незрелых умах кунсткамеры причудливых клише. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней. Санкт-Петербург. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Все уходят на такой фриланс, они уже начинают работать из дома и максимально сидеть дома. И людям некоторым просто нельзя туда летать, соответственно, ты не можешь это предлагать. Власти предпринимают различные шаги для того, чтобы нивелировать угрозу коронавируса. Пандемия коронавируса, ограничения, запреты, карантин. Возможно ли обнулить?
ход строительства гостиничного комплекса и двухэтажного здания культурного центра, расположенных в Иннополисе, проинспектировали Рустам Минниханов и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Им представили также проекты индустриального парка, логистического центра и центра обработки данных. К 2025 году в Иннополисе планируют создать индустриальную долину, которая займет площадь более 45 гектаров. Вопросы развития профессионального и массового спорта, поддержки детско-юношеского направления Рустам Минниханов обсудил с членом исполнительного комитета Федерации бокса России Умаром Кремлевым и боксером, многократным чемпионом мира по боксу Роем Джонсом-младшим. В минувший четверг спортсмен принял участие в турнире по профессиональному боксу Кубок Казанского Кремля в качестве специального приглашенного гостя. Экс-министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев назначен бизнес-омбудсменом республики. Указ подписал Рустам Минниханов. Общественность Татарстана понесла невосполнимую утрату. 13 марта на 83-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств РСФСР и ТАССР, народный артист Республики Татарстан, лауреат государственной премии имени Тукая, композитор, пианист Ринат Ахметович Еникеев. На своем жизненном пути Рината Еникеева отличало высокое чувство общественного долга, трудолюбие, уважительное отношение к людям, беззаветное служение своему любимому делу, говорится в некрологе, подписанном президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и другими официальными лицами. Молодежь сегодня занимает важную роль в освещении проблем коррупции, заявил Алексей Песошин во время своего выступления на первом Всероссийском молодежном антикоррупционном форуме, который в эти дни прошел в Казани. На площадках форума про коррупцию просто работали более 140 молодых ребят из самых разных уголков России. Мы продолжаем программу «7 дней». Високосный год дает о себе знать. Еще не затянулись у нас душевные раны после смерти нашего друга, замечательного человека, депутата Госдумы Российской Федерации Айрата Хайруллина, как новая, необъяснимая, безвременная потеря. В пятницу скоропостижно скончался бывший руководитель Татмедиа, бывший руководитель Татспиртпрома Ирек Минахметов. Мы с ним вместе работали несколько лет. Это был очень порядочный, очень преданный своему делу, очень светлый человек. Он всегда был подтянут, спортивен, излучал уверенность в собственных силах, был энергичен и бесконечно добр к окружающим. Невозможно поверить, что Ирека Джаудатовича больше нет с нами. Вся телекомпания ТНВ, все мои коллеги по журналистскому цеху выражают искренние соболезнования родным и близким покойного. Ауыр туфрага жеңіл болсын, урыны ижмақта болсын. Ему было всего 39 лет. Очень трудно пережить, когда из жизни уходят молодые, полные сил и планов мужчины, наши коллеги и друзья. Таким мы его будем помнить. Человек яркий, публичный, активный, где бы он ни работал, оставлял свой почерк, свой след. И, так скажем, к этому возрасту, 39 лет, он многое достиг. И вот то, что здесь вы видите визуально, и тот, кто приходит, сколько народу приходит, говорит о том, что достойно прожил то короткое время. Я соболезную родителям, очень тяжелую утрату. Очень тяжелая утрата. Человек, на самом деле, масштабный, очень сильный. И помимо того, что уже написано, сказано о том, какие проекты он мощные делал, и вот завершающая его, наверное, такая была песня по созданию пивоваренного завода «Белый Кремль» в городе Чистополь. Масштабно. Я вот вспоминаю, когда мы с немцами уже выходили на подписание контракта, первая с ним встреча, мы вышли, они говорят: знаете, говорит, вот этот парень построит завод. И это было пророческим, это на самом деле было так, за год он построил завод. Много вообще, любые начинания, любые дела, он всегда стал какие-то фантастические, с одной стороны, немыслимые сроки, а на самом деле все это получалось, делалось, реализовывалось. И всегда с ним было интересно в этой динамике, в этой эффективности жить, работать. Самое главное везде это идея. То есть не главное деньги, не главное капитал, а идея. Вот, если вы за идеей пойдете, ее придумаете,
Если вы нестандартно будете мыслить, то тогда будет успех. Конечно, безусловно, в таком взлете, в таком подъеме завершить свой жизненный путь — это страшно, это не вкладывается в голове. В какой-то степени я могу назвать его своим учеником, потому что он у меня проходил подготовку, обучение. Гонял на всем, что имеет двигатель внутреннего сгорания. И вот это, честно говоря, был шок в расцвете сил. И вспоминаю слова из слова из песни Пугачевой: «Не приведи Господь на склоне дней мне пережить родных своих детей». Честно говоря, сейчас подошел к Джавдату Мидхатовичу, я не знаю, что сказать. Это, наверное, ужасно. Ужасная трагедия для родителей. Ну, для меня, в первую очередь, он такой настоящий человек, очень крутой. Потому что в свои неполные 40 лет он очень много сделал. Мы и общались, и дружили, и много чего делали вместе, особенно последние годы. С ним точно связаны сюда перелет или приезд Red Bull Air Race, который мы делали здесь 3 года. Он очень много сделал, но у меня внутреннее ощущение, что он еще очень-очень много не сделал, не успел сделать. Это потеря для нас всех, людей близких, так скажем, ему, но я думаю, что это, в общем, потеря для Татарстана как минимум. Сильный, характерный, принципиальный. Он не давал покоя ни себе, ни своим соратникам. Работал непрерывно и, самое главное, результативно. Не каждому это дано. Ишләре, планнары зур ие. Қызғанышқа қаршы міне шулай келіп шықты. Шын көңілден, өзімнің есімімден, біздің ғаилә есімінден, республика жетекшілері есімінден сіздің қайғыңыз белән ортаклашам. Еріктің жері жеңіл болсын, жұмақта болсын. Біз аны гел шулай шушы бадада болған кебек есте тотырбыз. Сейчас о коронавирусе, о котором еще месяц назад мы рассказывали как о неком вирусе где-то в далеком Китае. И верили, что это все не про нас. Теперь уже про нас, уже про всех нас. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Что такое пандемия? Весь народ, в переводе с греческого. Пандемия – это необычайно интенсивное распространение заразной болезни с поражением значительной части населения на территории ряда стран и даже континентов за сравнительно короткий отрезок времени, гласит медицинский справочник. Заявление Всемирной организации здравоохранения – это признание масштабов распространения заболевания, чтобы принять меры по их предотвращению. По поручению президента Рустама Минниханова в Татарстане вводится особый санитарно-эпидемиологический режим до 15 апреля. Чиновникам запрещено выезжать за рубеж. Переносятся крупные мероприятия. Проблемы возникли и у всех, кто за границу успел попасть, но теперь не может выехать обратно. В замкнутый финансовый круг попали и туроператоры. Они готовятся к падению прибыли на 60%. Родителям и школам в весенние каникулы рекомендовано отказаться от поездок даже за пределы Татарстана. Организаторам массовых мероприятий, руководителям предприятий и организаций всех форм собственности предложено принять необходимые меры по предупреждению заболевания сотрудников. Главное, все жители Татарстана должны вести себя ответственно и принимать меры самоизоляции при малейшем подозрении на коронавирус. Диляра Юсупова продолжит. Дождались. Китайский коронавирус перестал быть китайским. На днях замер Милан. Сезон зимних распродаж, а самолеты полупустые. В галереи и музеи не попадешь. Опера Ла Скала закрыта. Для всех итальянцев объявлен карантин. Это случилось 10 марта. Для тех, кто попал в Милан до, дорога обратно превратилась в целую хронику выживания. А если бы я, по иронии судьбы, не улетела бы в Будапешт, я бы уже не знаю, как я бы вернулась в Казань.
Для Евгении это были не каникулы. Приехала в Милан по работе буквально на пару дней, и двери закрылись. Границу пришлось пересекать через Будапешт. Естественно, за дополнительную плату. Печать в паспорте о нахождении в Италии и, как следствие, повторный осмотр и проверки. Как в заграничном аэропорту, так и в Казанском. По деньгам я потеряла достаточно много, но более, наверное, 30 тысяч рублей, потому что мне пришлось купить новый билет до Будапешта, сделать остановку в Будапеште, из Будапешта улететь в Казань, то есть это все транспорт, расходы, отель, питание. Но на сегодняшний день, вот как мой супруг говорит, то есть они сегодня уже последний день они дорабатывают, еще ездят на работу. С завтрашнего дня уже все уходят на такой фриланс, они уже начинают работать из дома и максимально сидеть дома. Прилетевший из Италии мужчина стал первым погибшим от коронавируса на территории России уже в пятницу. Самые крупные очаги, как ни странно, далеко за пределами китайского источника. Это Южная Корея, Италия, Иран. Объявлена пандемия. Что дальше? Вся Европа – один огромный музей. Границ внутри нет. Можно, конечно, дороги перекрыть, кордоны поставить. Пустые улицы, пустые города. Вот он, закат Европы. Пришел, откуда не ждали. Для всех сотрудников баскет-холла и клуба развешаны вот такие памятки, что, собственно, самое главное – это профилактика, мытье рук. Инструкции для спортсменов висят уже несколько месяцев. Спасет ли это команду от эпидемии? Еще в четверг тренировки шли полным ходом. Впереди игра с Сербией. Еще неделю назад матч прошел в Монако в пустом зале без зрителей. Вот буквально накануне стало известно, что там на выезде мы играем за закрытыми дверьми, то есть без зрителей, без каких-то журналистов и так далее, то есть только команды и обслуживающий персонал и судьи. Вот. Что касается наших ближайших игр, 17-го мы едем в Сербию на игру с «Партизаном». Это интервью было записано буквально за полчаса до того, как стало известно. Евролига отменила все матчи Евролиги и Еврокубка. Теперь команда никуда не летит. Никто никуда не летит. Билеты, впрочем, на хоккейный матч Ак-Барса 18 марта доступны. Правда, на сайте возможность покупки отключена, а болельщики утверждают, что и кассы Татнефть-арены не работают. А вот на площадке соперников команды Салават Юлаев билеты в продаже только на 22 марта. Оказалось, у эпидемии нет конца и края. Единственный край, где вирус идет на спад, как ни странно, Китай. Но и здесь в мегаполисах придумывают все новые меры безопасности. Теперь в лифте больше 4 не собираться. Даже разметку сделали, кто где должен стоять. Хотя все равно народ сидит по домам или использует чудеса изобретательности. А тем временем в Санкт-Петербурге отменили экономический форум. В Москве запретили массовые мероприятия численностью более 5000 человек. И тут сразу же нашлись предприимчивые организаторы событий с охватом в 4900. Но, как оказалось, людям вот этого формального ограничения в принципе и не нужно. Допустим, вот эта зона около Кремля, которая обычно густо населена туристами, сегодня почти пустует. Коронавирус – серьезное испытание для глобального туристического рынка. Российский не исключение. Только в Италии и только организованных наших туристов сейчас около 7000. А ведь многие путешествуют сами. В Ростуризме заявили, что деньги за несостоявшиеся туры операторы должны вернуть полностью и отказаться от продажи путевок в небезопасные страны. Мы работаем с крупными российскими компаниями и обеспечиваем их командировки движения внутри России. Это нам, скажем так, помогает не сильно напрягаться в плане рынков. То есть, но есть компании, которые полностью работают на международных рынках, то есть они работают с международными полетами, с международным майсом, и там у них падение очень серьезное. То есть если у нас в феврале падение было порядка 7%, на март мы, понимая, что уже основные мероприятия уже начали в марте отменяться или что-то, то есть мы где-то, я думаю, на процентов 10-15 мы упадем. Да? Но как бы, когда рейсов тупо нет, то есть и людям некоторым просто нельзя туда летать, соответственно, ты не можешь это предлагать, правильно? Оказалось, даже самые отъявленные путешественники теперь передвигаются только внутри страны. Среди них Михаил Галин с пушистым другом. Известная история «Толстый кот» и «Аэрофлот» привела блогера на неделе в Казань, где он признался. Пересекать границу он не собирается. В ближайшее время точно. Нет, в ближайшие месяцы у нас только путешествия по родине. В Москве были? Да, мы в Москве были перед этим. Я знаю, что власти предпринимают различные шаги для того, чтобы нивелировать угрозу коронавируса. Пока страх вируса сильнее, чем сам вирус. За океаном появился почти новый корабль-призрак. Круизный лайнер с итальянцами на борту отказались принять несколько стран.
пока он не нашел прибежище в Мексике. Не сам вирус, а вирусная истерия дошагала и до Африки. Пока за дверь выгоняли эболу, через окно влез коронавирус. Только последний раз, вот буквально 3 дня или 4 дня назад, вы писали вообще последний человек, который был в вирус эбола. А оказалось, что после эбола еще нам пришли коронавирус. Это очень большое переживание. В стране уже все переживают, уже на мир, уже начинаются санитарные вообще условия, чтобы прекратить общение на расстоянии. Все крупные мероприятия лишь перенесены на неопределенный срок. Прилетевших отправляют на карантин. Кстати, среди них и министр экологии Татарстана Александр Шадриков, который вернулся из командировки в Германии. В России меры ограничения пока мягче, чем в Европе, где, кажется, уже паника. Мир, куда вирус все-таки просочился, несмотря на все усилия китайцев, пока не очень понимает, что делать и что же будет дальше. Что же из этого следует? Следует жить. Предполагаем, что к данному времени сюжет уже безнадежно устарел, ведь ситуация меняется каждый час. Моем руки и бережем себя. Диляра Исупова, Андрей Мохов, Роман Безменов. 7 дней. Я удивляюсь. Несмотря на чрезвычайность ситуации, некоторые школы и родители в весенние каникулы собираются классами посетить Москву и другие города страны. Ей-богу, вокзалы, аэропорты, транзитные зоны – это сегодня самые опасные места на планете. Похоже, еще не все поняли, с какой угрозой мы имеем дело. Вся эта ситуация с коронавирусом показывает, что в борьбе с эпидемиями большую и значимую роль играют новые прогрессивные технологии в медицине, разветвленная сеть по профилактике и контролю, современные и эффективные ответные меры по нераспространению заболевания. Медицина – это та отрасль, которая сама, извините за сравнение, развивается медленнее, чем вирусы. И тут, как говорится, важно успеть. Тем более, если речь идет о жизни и здоровье граждан. Вот, к примеру, в Европе большую популярность у населения имеют клиники, которые создаются на базе классических университетов. Почти каждое учебное заведение имеет свою клинику, которая со временем вырастает в крупный медицинский и научно-исследовательский центр. И тут, пожалуй, выигрывают все. Университет имеет свою площадку для эффективной подготовки медицинских кадров. Население получает высококвалифицированную медицинскую помощь, а практикующие врачи имеют возможность знакомиться и внедрять в работу прогрессивные методы лечения. В 2016 году такой центр появился и у нас. Я имею в виду клинику Казанского федерального университета. Подробности от Эльзиры Юзаевой. Ниже, да. Ниже. Все, нормально. На операционном столе пациент с диагнозом острая коронарная недостаточность. Случай экстренный, который требует быстрого оперативного вмешательства. Это высокотехнологичное оборудование позволяет хирургам не только увидеть сосуды и поражение сердечной артерии, но и провести операцию без единого разреза с помощью всего одного прокола. И вот мы видим, что здесь вот есть неровности, контуров, бляшки, которые мы убираем, восстанавливаем кровоток. Так называемый эндоваскулярный метод, безусловно, самое яркое достижение современной хирургии. В клинике Федерального университета подобные операции врачи начали проводить одними из первых в Татарстане. Операции на сердце, так называемые бесшовные гинекологические, урологические, хирургические вмешательства. Врачи ставят диагноз и начинают лечение уже на первом осмотре. Камни у нас удаляются в большинстве случаев эндоскопически, без разрезов, с использованием лазеров. Позволяют удалить даже камни довольно крупных размеров. Также лазерные технологии мы используем в удалении аденом предстательной железы. Эти пациенты ранее были обращены на полостные операции, очень длительно после них восстанавливались. Сегодня среднее пребывание пациента в стационаре занимает 4-5 дней после операции. При внутрипротоковых опухолях этот инструмент SpyGlass, он внутри себя имеет инструментальный канал, и в его наборе есть ультратонкие биопсийные щипцы, которые позволяют взять материал на гистологию, выявить эту опухоль, эту структуру, взять биопсию, и уже потом гистологи нам дают ответ, доброкачественный процесс или злокачественный. На сегодняшний день такое оборудование есть только в единичных клиниках города Москвы и Санкт-Петербурга. С 2016 года в больницу было закуплено 986 единиц оборудования. Причем это оборудование топовое.
По словам главного врача клиники, в 2016 году они стали частью большого медицинского кластера, когда в структуру федерального университета вошли сразу несколько лечебных учреждений. Благодаря такому слиянию казанские больницы словно получили второе дыхание. Сюда не только смогли закупить дорогостоящее оборудование, но и отчасти провести капитальный ремонт в корпусах и палатах. К университетской клинике прикреплено сегодня более 40 тысяч населения. В 2019 году ее посетили свыше 300 тысяч человек. Если у вас есть полис обязательного медицинского страхования, либо если у вас нет полиса, но есть желание попасть в эту больницу, вы всегда попадете, колл-центр работает, соответственно, вам дадут рекомендации, как и что делать. Но университетская клиника – это не просто многопрофильная больница. Это уникальная площадка, где ведут апробацию новых технологий и растят собственные кадры. Вот сейчас в клинике идет мастер-класс для студентов Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Весь ход операции будущие врачи наблюдают в режиме онлайн. Ну что вас поразило больше всего? Мастерство работы хирургов и слаженность работы всей команды, и новые технологии, которые применяются в данной операции. Институт фундаментальной медицины и биологии был создан в 2012 году. Сегодня здесь готовят специалистов по 6 направлениям. Это медицинская биохимия, биофизика, кибернетика, лечебное дело, стоматология, фармация. В отличие от многих других современных учебных заведений, где также ведется подготовка врачей, в медицинском институте КФУ уже с первого курса начинают совмещать науку и практику. 20. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Этот симуляционный центр называют уникальным в России. Студенты должны поставить диагноз и назначить оптимальное лечение. В программу уже заложены различные формы различных заболеваний. Но правильный ответ только один. У врачей, даже будущих, как известно, нет права на ошибку. Вот сейчас мы можем видеть здесь пищевод, осматривать можно кардиальный жом. Здесь у нас как раз-таки стоит кейс, где у нас пациент предъявляет жалобы на изжогу. В 2020 году в области, которая называется «Живые системы», Life Science, мы оказались в числе лучших 500 университетов мира. А в России в этой ситуации мы на 4-й позиции. Вот. Но самое забавное другое, что есть еще один институциональный рейтинг, то, что чисто медицина. Так вот, в медицине мы тоже оказались в числе лучших 500 университетов мира. А в России в эту 500-ку попал впереди нас только МГУ, а дальше идем мы. Но современная медицина не стоит на месте. Стремительно устаревают не только лекарства, но и методики лечения. Потому нужно всегда быть на шаг впереди. В 2018 году в университетский медицинский кластер вошел и новый научно-клинический центр трансферных технологий. Именно здесь будут разрабатываться новые методы для диагностики и лечения самых сложных заболеваний. Лекарства от рака ищут и в КФУ. В том числе, и даже не сколько ищет лекарства, хотя мы этим тоже занимаемся, сколько ищет возможность правильно подобрать лекарства для пациента, правильную комбинацию лекарств, правильную дозировку, а также диагностировать заболевание гораздо раньше, чем это можно сделать с помощью стандартных методов. Все, что мы делаем, это уникально в масштабах не только Приволжского нашего округа, не только нашей республики, но и в целом страны. Сегодня ни один университет, тем более классический, не имеет той инфраструктуры и той содержательной части, которую сегодня имеет Казанский федеральный университет. Здесь достаточно сильная подготовка осуществляется, о чем говорят результаты аттестации наших выпускников, которые делают уже специалисты Минздрава Российской Федерации. И мы с каждым годом увеличиваем количество оказываемых услуг. Это тоже можно оценить, если пройтись просто по территории нашей больницы и спросить наших пациентов. И в то же время это наши научные лаборатории. По мнению ректора КФУ Ильшата Гафурова, подобные медицинские кластеры – это особая территория, где происходит системное взаимодействие всех участников процесса. Современное здравоохранение может существовать и развиваться лишь в комплексе – обучение, практика, генерация свежих идей. Своеобразные 3 кита для достижения одной и главной цели. Ведь нет ничего ценнее жизни и здоровья людей. Наш преподаватель очень любил говорить, что в первую очередь врачу нужны мозги, чтобы думать. Вот, обязательно навыки, каким бы он ни был врачом, он должен уметь работать руками, вот, и терпение. Это очень важно. Эльзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней.
Журналисты, конечно, не медики, но порой и нам приходится врачевать раны или даже проводить хирургические вмешательства, чтобы докопаться до истины. Вместо скальпеля – микрофон и видеокамера. Операцию в формате журналистское расследование мы провели на этой неделе после обращения в редакцию жителей нескольких сел Алексеевского района. То, что там происходит сегодня, вполне можно назвать словом этой недели – кризис, будь он неладен. Потому как большинство сельчан зависит здесь от белого золота, а из-за него в районе разгорелась настоящая война. Елена Горбунчикова выехала в район по горячим следам и попыталась выяснить, кто снимает сливки с молока. Демид, значит, селом заставляют нас сдавать. Нам что, плохо, что ли? Почему порядок нарушает? Не только предлагают, это уже заставляют. А вообще ситуация нервозная, так скажем? Ну да, давит на психику. Села в Алексеевском районе словно растревоженные ульи. Все разговоры местных жителей на этой неделе только об одном. Главы поселений на сходах предлагают односельчанам отказаться от сдачи молока старым приемщикам. Старым, но проверенным, уточняют жители Масловки. На протяжении 20 лет они каждое утро сдают молоко Александру Болясникову. Все в одну точку. Сколько мы прошли этих точек, нас обманывали. И сельсовет принимал. Кто только, каких только не было. Уперлись вот на одного, сейчас сдаем. Никаких перерывов не было, никаких. 2 раза в месяц дает деньги. Болясникову? Да, 20 лет я ему сдаю, да, и буду сдавать. Ну, конечно, зачем нам другой? До этого дойдем, до верхов дойдем, до Казани дойдем, будем писать. Сейчас писать все умеем. Вот это видео прислали нам жители Масловки за день до нашего приезда. Руководитель некого кооператива Аллы Тагинеле в присутствии главы Рамадановского сельсовета Ирины Чекалиной настоятельно порекомендовал масловцам вступить в его кооператив, чтобы потом продавать ему свое молоко на 2 рубля дороже, чем у конкурентов. Но сельчане, несмотря на выгодные предложения, отказались. Я никому не уговариваю, вы можете не вступать, не переходить. Но глава вашего сельского поселения все прекрасно знает, она вам, наверное, уже объявила. Это не я придумал. Но разговор так и не получился. Тогда кооператор сообщил председателю сельсовета, что вопрос давно решен. Вы даже им ничего не объяснили. Я сейчас приехал сегодня на совещание, голова вам все прекрасно объяснил. Да, ситуацию? Нам ничего не объяснили. Вы же там сами находились. Еще угрожал. Председатель сказал, что вам отдельный какой-то разговор будет. Это с кем-то отдельный разговор? Ну, вот с председателем с нашим как будто. Вот, не знаю. Что она якобы не уговаривает? Да, чтобы Сунею. Кооператив какой-то, он сказал, кооператив. Все скоро будете в кооператив сдавать. Нет, нас устраивает массаж. Кооператором оказался Рамиль Исмаков, бывший водитель местного предпринимателя Ильнура Сунеева. Вот такую информацию мы нашли на сайте Руспрофайла. Ильнур Сунеев имеет отношение к кооперативу Олы Тагинеле и еще нескольким фирмам-банкротам или находящимся в этой стадии. В скорбном списке молочная транспортная компания «Барс», ООО «Ватан», «Ватан-С» и, наконец, ПТП «Тукай», задолжавший в том числе поставщикам молока Аксубаевского района порядка 54 миллионов рублей. Талгат Файзулин в прошлом году в арбитражном суде Татарстана защищал интересы сельхозпотребкооператива «Восток». Ему ПТП «Тукай» задолжала почти 800 тысяч рублей за поставку молока. Организация ООО ПТП «Тукай», она уже ликвидирована путем процедуры банкротства, и взыскание всех вот этих долгов считается безнадежным. Уже никаких вариантов нет. По суду кредиторы не получили ни копейки, а чтобы расплатиться за молоко с местными жителями, кооперативу пришлось взять суду в банке. Кредиты взяли, закрыли. Нас начали судить тут. Приезжать начали тут арестовать, тут технику и это. Милиция они наши. В беспокойном хозяйстве Гульнары Абдрахмановой 5 дойных коров, 4 теленка и 2 бычка на откорм. Каждый день она продает по центнеру молока. 3 года назад чуть не пошла по миру, когда фирма Сунеева, как говорит Гульнара, отказалась рассчитываться с ней. Да, они 700 литров у меня вообще срезали. Сказали, что добавляем воду, молоко. Когда мне там было еще только 3 коровы в то время. Вот. Ну, потом разобрались, конечно. Пришлось прокуратуру подключить. Это все, да. Все нормально. И мы в это время ушли. Заключили договор с Алькиевским молозаводом. И угроз никаких не поступало там, например? Ну нет, нам сказали, чтобы до 20 марта все сдавали
ООО «Авангард» назвались. Вот. Но то, что люди все против, потому что понимают, что там Сунеев Ильнар Ахняфович всем рулит. Александр Болязников в день собирает 2 тонны молока, а всего буренки с личных подворий дают за сутки свыше 20 тонн. Выручка за месяц тянет на 1 миллион рублей. Как говорят сборщики, если пиар-компания продолжится в таком духе, то кооператив Сунеева станет монополистом в Алексеевском районе. О какой конкуренции тогда можно вести речь? Цель кооператива – создать нужное количество людей, чтобы получить субсидии за счет государства и тем самым конкурировать в рынке. Мы за здоровую конкуренцию и, соответственно, готовы работать честно. Мы боимся, что они станут монополистом и будут в дальнейшем диктовать свои условия и цены, потому что это было уже неоднократно, и, соответственно, раньше у них ничего не получилось. Возможно, определенный интерес местных властей в том, чтобы поднять показатели. Сейчас трейдеры вывозят молоко за пределы Татарстана, к примеру, в Ульяновскую область. Тем самым показатели производства молока Алексеевскому району снижаются. Исключая трейдеров из этой цепочки, сырье остается дома. Но по данным системы «Меркурий», те же компании, отношение к которым имеет Сунеев, регулярно поставляют сырье на Саратовский комбинат детского питания. Почему откуда-то чего-то вылезает, куда-то чего-то сдавать велят? Нам хорошо так. Если было бы плохо, мы вызвали бы и телевидение, вызвали бы и Сунеев, вызвали бы и район, администрации всех, республику на дыбы подняли бы, к президенту поехали бы. Нам хорошо. Почему мнение народа не учитывается? Уже завтра представители кооператива ждут на сходе в селах Верхние и Нижние Тиганы. В понедельник приедут с министерства люди, и, как глава сказал, нашего района Алексеевского, будут всех переводить к Сунееву. Но мы не хотим. Я не хочу больше связываться, опять на одни и те же грабли наступать. Местные жители в таком отчаянии, что готовы продавать молоко старым сборщикам даже по 15 рублей за литр, лишь бы его не сдавать в кооператив. Что происходит на самом деле? Честная ли это конкурентная борьба и кому выгодна вся эта ситуация? Мы обратились в УФАС, чтобы ведомство изучило ситуацию. Селяне надеются на честные правила игры. Елена Горбунчик, Андрей Кузьмин и Андрей Мохов. 7 дней. Зиганчин роб, зиганчин боги, зиганчин родом из-под дороги, зиганчин боги, зиганчин роб, зиганчин съел чужой сапог. Нет, предвкушая вопрос, сразу отвечу. Это не тот, о ком вы подумали. Эту песню сложили о подвиге Асгата Зиганшина и членов его команды, которые 60 лет назад потрясли мир, проведя на танкодесантной барже в открытом океане без воды и еды 49 суток. Сегодня об этом, я уверен, вспомнят лишь, увы, единицы. А тогда, в 60-х, популярность этой четверки была сравнима с ливерпульской. А сам Зиганшин, конечно, не конкурировал, но был известен не менее, чем Юрий Гагарин, чей день рождения отмечался на этой неделе. Итак, на дрейфующей барже оказались татарин, 2 украинца и русский. С этой фразы часто начинаются анекдоты, но именно так начиналась и Одиссея Асгата Зиганшина. Об унесенных ветром в специальном проекте нашей программы «Неделя в столетии». Светлана Спирина. С 17 января 1960 года в заливе острова Итуруп ураганным ветром была сорвана со швартовки советская самоходная танкодесантная баржа Т-36. На ее борту находились 4 военнослужащих военно-строительных частей СССР, приписанных к барже. Младший сержант Асгат Зиганшин и рядовые Филипп Поплавский, Анатолий Крючковский и Иван Федотов. Терпим бедствие. К берегу подойти не можем. Эта радиограмма с баржи была последней.
Так на Курилах началась одна из самых громких одиссей 20 века. Разумеется, унесенных ветром искали, не могли не искать. Но мало кто сомневался в том, что суденышко Т-36 выдержать океанский шторм было не в состоянии. 49 дней баржа находилась в неуправляемом дрейфе. 16 ложек крупы, буханка хлеба и немного картофеля, оказавшиеся на борту, быстро закончились. Закончилась и вода, но солдаты до последнего боролись за жизнь. 12 дней они ели только кожу и мыло. Последний картофель мы съели 24 февраля. Ее должны были мы съесть на 23 февраля. Ну и решили на день больше прожить, как говорится, оставили ее на 24 февраля. Сапоги кирзовые, но у них мы вырезали только кожаные части. Варили в океанской воде, буталин выплавляли, а кожа оставалась кожа. А потом бросали этот кусочки на плиту. Буржуйку, она вроде перегорала, как делалась, как это самое, сухаря уже, что можно было ее разгрызть. Закончилась эта кожа, мы начали кушать, гармошку. Авианосец США «Кирсардж» обнаружил в океане баржу и 4 советских солдат 7 марта. Сохранилась даже видеохроника тех событий. Узники баржи были на грани гибели от истощения. Медики потом сказали, что жить им оставалось ровно сутки. Но солдаты попросили у американцев только продукты и солярку, чтобы отправиться домой. Попросим у них топлива, продуктов, карта и пойдем своим ходом. Мы же не должны врагам сдаваться. Посчитать, что сдался, стал врагом народа. И это меня не покидало очень долгое время. Зиганшин взял Сан-Франциско без единого выстрела. Мэр лично вручил ребятам золотой ключ от города. У них брали интервью. Их приодели на западный манер, и они, худенькие, в узких модных брюках, стали выглядеть настоящими денди. Тут родилось и сравнение с ливерпульской четверкой. На эти самые узкие брюки и модные ботинки откликнулся советский андеграунд «Стиляги», и родилась самая известная песня о команде Зиганшина. Тем временем Советский Союз молчал. Разгар холодной войны, очередные осложнения в отношениях между СССР и США. И все явно могло закончиться по-другому. 9 марта, через 2 дня после спасения, родителям моряков были отправлены письма с соболезнованием. Мол, ваши дети, наши солдаты пропали без вести. Как на самом деле все происходило, дочь Асхата Зиганшина, Альфия, говорит, отражено в действительности в современном сериале «Оптимисты». Один из героев фильма – актер из Татарстана Риналь Мухаметов. Правда, играет он не Зиганшина, а сотрудника МИД. Ну вот как можно было позволить себя выловить американцам? Даже сопротивления никакого не оказали. Наша задача – убедить западную прессу, что военно-морские силы США приняли на борт горе-браконьеров. Ты же сам читал, они с голодухи сожрали кожаные ремни, сапоги, солидол даже. Ты знаешь, что такое солидол? Эти ребята герои, а ты будешь писать о них как о браконьерах? В итоге моряков решили признать героями. Мы хотели бы поблагодарить Соединенные Штаты Америки за помощь, оказанную нашим храбрым морякам. Ну а дальше наши герои вам сами все расскажут. Что это? Приветственная телеграмма Никиты Хрущева появилась на свет спустя 9 дней после спасения, 16 марта. Герои были награждены орденом Красной Звезды. Отважной четверке была теперь уготована поистине мировая слава. Я восхищаюсь мужеством и геройством, которое показали наши солдаты 4 в открытом океане. У меня есть сын Андрюша. Я хочу, чтобы он вырос таким же славным и смелым, как наши советские воины. Их приглашали на встречи и съезды. Михаил Ром снял документально-художественную ленту «49 дней». Владимир Высоцкий написал песню «Суров жито климат охотский». А композитор Александра Пахмутова с поэтами Николаем Добронравовым и Сергеем Гребенниковым песню о 4 героях. Мальчишки того времени тоже сварили немало сапог, чтобы хоть как-то походить на героев. Шумиха продолжалась год, до полета Гагарина. В апреле 61-го вся пресса мира переключилась на космонавта номер 1. Страна получила своих новых героев.
А что же сегодня? Именем Асхата Зиганшина названы улицы в Сызрани, Алма-Ате, в селе Большая Отня в Татарии. Такова информация в Википедии. Но в Большой Отне улица совсем не того Зиганшина. Капитан парусного судна, прочитавший десятки книг о выживаемости на море, Павел Тиняев уверен, память о нашем Зиганшине важно увековечить. Да, родился герой не здесь, но он же наш. Это же все-таки великий представитель татарского народа, и он вот выделился, и он его знал весь мир. Почетный гражданин, он был в Сан-Франциско, каких-то еще других городов. И вот это, на мой взгляд, важно вот для татарского самосознания, что вот и такой был представитель. Наверное, можно было бы назвать его именем, например, корабль, который строится в Зеленодольске. Вот это было бы круто. Родился Асхат Зиганшин в селе Шантала Самарской области. Мать из Лениногорского, отец из Черемшанского районов. До призыва в армию Асхат Галимзянович отработал трактористом в одном из татарских сел на границе Татарстана и Самарской области. После событий 60-х иногда посещал Шанталы и Лениногорск, где жили старшие сестры. Героизм моряков был все-таки не только в выживании, а в том, что люди, оказавшиеся в нечеловеческих условиях, остались людьми. Такими они и остались. Тихо и незаметно прожили последующие десятилетия. Никаких особых благ и званий никто из них не получил. В последнее время Зиганшин был береговым матросом, дежурил на лодочной станции. Ушел из жизни в 2017 году. В живых сегодня остался только Анатолий Крючковский. Нам удалось выяснить, что Асхат Галимзянович приезжал в Татарстан в 1962 году. Узнали об этом мы на сайте объявлений. Здесь продается общее фото с кавалером ордена Красной Звезды, почетным гражданином Сан-Франциско Асхатом Зиганшиным. Продается за 500 рублей. Фото выставили на продажу в день годовщины подвига. Ведь нас не сломила стихия, так холод ли сломит ли нас? Об этих парнях говорили по всему миру. Слава осталась в прошлом, их имена помнят сегодня лишь люди старшего поколения. Молодым нужно с чистого листа рассказывать, как 17 января 1960 года баржу Т-36 с командой из 4 солдат-срочников унесло в открытый океан. Светлана Спирина, Роман Безменов, 7 дней. На этом у нас все. Барыгызга иң изге теләкләр. Барыбызга да исән имин булырга. Всем наилучшие пожелания и давайте будем здоровы. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте! Следующая весенняя неделя будет отличаться от предыдущей. Холодные атмосферные фронты понизят температуры, а в ночные часы даже до слабоморозных значений. Не зря говорят, что в марте зима с весной борется. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке, в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков до +2. Со вторника небо затянет облаками. И уже в четверг ожидаются обильные осадки в виде дождя. К выходным подморозит до 0 градусов. На юго-востоке Татарстана, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево небо будет пасмурным в течение всей недели, без осадков. Столбики термометров не поднимутся выше отметки +2. В центральном районе республики понедельник встретит жителей с солнцем. Вторник и среда довольно теплые, до +5. С четверга ожидается похолодание, до 0 градусов и осадки. На юго-западе республики понедельник будет ясным, но со вторника облака затянут небо. Велика вероятность осадков. К выходным возможен снег и 0 градусов. На северо-западе республики, а также в Казани, будет пасмурно. Начало недели еще довольно теплое, +2-5 градусов. В пятницу уже до +1. Погодные процессы неблагоприятные для самочувствия и могут стать причиной простудных заболеваний. На дорогах местами гололедица. Берегите свое здоровье. На этом наш выпуск завершен. Более подробный прогноз погоды смотрите ежедневно на ТНВ. До свидания.